Акмуллинский университет гордится своими лабораториями, исследовательскими и научно-образовательными центрами, где студенты работают над собственными проектами и получают качественное образование. В день рождения Башгоспедуниверситета в ВУЗе количество образовательных площадок увеличилось. Так, в Институте педагогики состоялась презентация Акмуллинской академии развития детей и семейного образования «СОТы». Данный проект появился на базе детского сада, который более 5 лет функционирует как Центр развития ребенка Коттов Кидс. СОТы – это современные образовательные технологии. Современные образовательные технологии, которые мы реализуем на всех уровнях образования – дошкольного, начального и среднего профессионального, высшего образования. С детьми работают студенты нашего колледжа Акмуллинского, студенты-бакалавры, магистранты и выпускники нашего университета. В открытии центра приняли участие ректор БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы Салават Сагитов и первый проректор по стратегическому развитию Алмаз Мустаев. Они посетили интерактивные уроки для начальных классов, пообщались с игроками в шахматы и посмотрели спортивные танцы в исполнении ребят. У нас главная задача стоит – это развитие компетенций студентов. Они на базе ЦРК получают практические навыки, отрабатывают компетенции воспитателя детского сада. Это очень важно, потому что мы учим не бояться детей, наших будущих педагогов, учим работать с ними, использовать современные образовательные технологии, не бояться техники и, естественно, внедрять ее в свой образовательный процесс. Поэтому наши студенты, те, которые работают здесь, они владеют современными педагогическими технологиями, владеют ЭКТ-компетенциями, и я считаю, что они очень хороший практический навык получают для своей будущей профессии. Также руководство посетило мастерскую преподавания в основной и средней школе в 5-м корпусе вуза. Мастерская оснащена новейшим оборудованием, которое позволяет готовить квалифицированных педагогов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями обучения. Там не будут предметные компетенции рассматриваться, там не будут методические, там мастерство, там кейсы, спецситуации. Кто за это должен отвечать? Ну, вы должны за это отвечать, ваши кафедры, да? В рамках празднования дня рождения вуза в Институте педагогики прошел телемост с башкирской гимназией-интернатом города Белебея, который является инновационной площадкой БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. В ходе телемоста учителя начальных классов провели урок на примере разработанных дидактических игр «Лото». Обычно мы считаем считалку или еще какой-то вариант. Но сегодня мы начнем от часовой стрелки слева от меня медитацию. А ты выбираешь первую пару карточек. В этот день в Институте физики, математики, цифровых и нанотехнологий состоялось открытие лаборатории электроника наносистем. Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук передал Акмуллинскому университету в совместную лабораторию 2 уникальных прибора – зондовую станцию и перчаточный бокс. Научную площадку в сопровождении ректора вуза посетили исполняющий обязанности директора УФИЦ-РАН Василий Мартыненко и исполняющий обязанности директора Института физики, молекул и кристаллов Станислав Пшеничнюк. Очень важно, что мы имеем возможность теперь наших студентов обучать на этом оборудовании. Понятно, что это в рамках небольших спецкурсов с ограниченным допуском, но все же наши студенты смогут иметь возможность обучаться на таком очень сложном и при этом очень эффективном и важном для исследователя оборудовании. Нужно отметить, что в результате сотрудничества вуза и научного института значительно возросло число студентов, вовлеченных в научную деятельность. В последнее время появилась новая тенденция. Подавляющее большинство аспирантов физиков академического института являются выпускниками БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы.